До 2018-го у Украины не было ни одной женщины-генерала. Сегодня их уже 3. Шугалей Людмила и Лапутина Юлия стали генералами в 2018 и 2020 годах соответственно. Обе проходят службу в СБУ. А в 2021 году у Украины появилась первая женщина-генерал и в рядах ВСУ. Татьяна Осащенко. Это Татьяна Осащенко, и она также генерал медицинской службы, командир медицинских сил. Впервые в истории Украины это женщина-командир, это женщина-генерал. Думаю, что мы получим и боевую женщину-генерала. То есть, думаю, каких-то лет 5-10 и будем иметь не только на должностях медицинской службы генералов, но и на всех уровнях. Долгое время многие так называемые мужские профессии для украинок в рядах ВСУ были под запретом. В основном женщин брали в армию в качестве медиков, поварих или связисток. В 2016 году список разрешенных для женщин специальностей в армии расширился. Украинки начали служить в том числе на боевых должностях, например, гранатометчицами и снайпершами. Также стало доступно командование. А уже в 2018 был принят закон, уравнивающий женщин и мужчин в правах и возможностях в рядах ВСУ и других военных структур Украины. Виктория Дворецкая стояла у истоков и Украино-российской войны, и у истоков борьбы за гендерное равенство в вооруженных силах Украины. 21-летней девчонкой Виктория отправилась на фронт в 2014-м. Получила там ранение и бесценный боевой опыт. А в 2015-м отправилась учиться на курсы офицеров запаса. Мы пошли учиться. Это был первый экспериментальный взвод из числа участников боевых действий, которые имели высшее образование, имели боевой опыт, могли по удобной программе учиться, получать первичные офицерские звания. Закончила в 2016 году, в марте месяце, и сразу была призвана к себе. Опять-таки в свое же подразделение я вернулась. Но уже тогда, как это считалось, это был прецедент, потому что я первая училась, первая отучилась и прошла множество кабинетов собеседований, и меня назначили на должность мужскую, заместителя командира роты огневой поддержки. Но выполняла, не было командира роты, выполняла 2 года обязанности командира роты и заместителя тоже. У Украины есть своя солдат Джейн. Она проходит службу в Национальной гвардии Украины, причем является командиром отделения бригады быстрого реагирования. Украинка знает войну с 2014-го. Сначала была волонтером, затем захотела стать и боевой единицей. Защитница с позывным Джейн – одна из тех, а возможно и та самая, благодаря которой в Украине появится боевая генеральша. Стать командиром отделения в рядах Нацгвардии довольно непросто. Женщин на подобных должностях – единицы. Очень жесткий отбор. Нужно быть физически сверхвыносливым. Украинка отбор прошла. За это ее и окрестили солдат Джей. Сегодня она выбивает врагов с украинской земли, в том числе и кадыровцев. Девушка уже знакома с их знаменитыми тактиками, ну или тиктоками боевых действий. Для кадыровцев это ведь все равно одно и то же. Каждый их выстрел сопровождался криками «Аллах Акбар». И это нам очень играло на руку, потому что мы слышали, когда они начинали работать. Я всегда была против того, чтобы их разделять, потому что воюют одинаково и мужчины, и женщины, гибнут одинаково и мужчины, и женщины. С началом этой полномасштабной войны у нас появились женщины-герои Украины. То, что в принципе было за боевые заслуги, но то, чего было сложно добиться все эти годы для наших в прошлом погибших женщин. Украинка Елена Кукла надела камуфляж в 2016-м. Дослужилась до звания командира взвода связи. На фронте была почти вся ее семья – брат, сын и муж. 2 последних погибли из-за войны. Сын подорвался на мине в апреле 2022-го. Муж умер в 2016-м. В результате недообследованной травмы, полученной при обороне того самого Донецкого аэропорта. Сегодня Елена волонтер. Она тоннами собирает помощь на фронт, чтобы спасать чужих мужей и сыновей. Ярина Черногуз в 2020-м потеряла на войне парня. Его гибель стала последним толчком, чтобы пойти на фронт. Это решение было данью его памяти. Сегодня Ирина – боевой медик в рядах морской пехоты. Людмила Менюк отправилась на фронт после гибели своего сына Станислава. Мальва – это позывной Людмилы. Стала одной из первых женщин на фронте, кому доверили руководить бронетанковой службой. 24 февраля, где-то по, может быть, 1 апреля
плюс-минус. Я похудела на 25 килограмм. Да, на 25 килограмм я похудела. 25-24 килограмма. На войне украинские женщины теряют килограммы, покой, здоровье, жизни. Жизни собственные и жизни своих близких. Они взяли автомат в руки и пошли защищать свою землю, осознавая, что, возможно, сегодня их телефонный разговор с близкими может быть последним. Первое, что я хочу сделать, это обнять свою маму, дочку и моих внучек. Это первое, что я сделаю. Просто обнять, прижать и сказать, что все закончилось. Когда война закончится, украинцы, не забудьте эти лица. Им и тысячам других защитников украинский народ будет обязан за возможность дышать свободным воздухом. Все будет хорошо, будет Украина. Надеемся. Слава Украине, героям слава. Женщины Украины, мы благословили наших мужчин на защиту нашей земли. Мы уже вывезли наших детей в безопасное место. Генофонд нашей нации защищен. Мы присоединяемся к мужчинам и украинской армии. Мы будем уничтожать врага на каждом сантиметре украинской земли, в каждом нашем городе, в каждом селе, в лесу и в поле. За каждого ребенка, женщину, старика, разрушенный дом, улицу, даже сарай. Мы будем вас отстреливать, как бешеных собак. Слава Украине! Смерть ворогам!